Футбол – это самая массовая игра у нас в стране. В нее умеет играть почти каждый. Как стать лучшим, если конкуренты не дают расслабиться? В парке культуры и отдыха Первомайский подвели итоги школьных районных соревнований по футболу «Кожаный мяч-2021». Здесь победители Калининского района Уфы. Все эти ребята из школьных футбольных команд. Их награждает главный судья. Каждому почетная грамота и медаль. Расскажи, что ожидает вас дальше? Мы прошли на город, проиграли Дюш-17 и вылетели. В будущем мы планируем занять много первых мест, чтобы дальше стремиться к победам. Здесь победители по 3 возрастным группам. Категория 2010-2011 годы рождения. Тут 3-е место заняла команда «Чайка». На 2-м месте футбольная команда из школы 74. А победители – спортсмены из школы номер 31, команда «Искра». Следующая группа – это ребята 2008-2009 годы рождения. Здесь обладателями бронзовых медалей стали ученики гимназии номер 121. На 2-м месте – сборная команда из Инорса. На 1-м месте футболисты из школы номер 131. В старшей группе места распределились следующим образом. 3-е место – команда школы номер 157. 2-е место заняла 2-я команда этой же школы. Представляете, насколько у них хорошо с футболом. Обладатели 1-го места – футболисты школы номер 55. Кстати, объединенная команда девочек тоже была отмечена на этом событии. Им присудили 2-е место. Расскажи про девочек в футболе. Девочки в футболе – это как бы редкость, наверное. Вот. Мы вышли на игру. И у нас сперва ничего не получалось, но потом вроде хорошо что-то пошло, и вот из-за этого мы заняли 2-е место. Всего в турнире по футболу среди школьников «Кожаный мяч-2021» в Калининском районе принимало участие порядка 12 школ. Но на республиканский этап, к сожалению, они не вышли. Их обошли футболисты из гимназии номер 39, которые представляли Ленинский район. Поздравляем победителей и напоминаем, что впереди соревнования республиканского масштаба. Будем следить за событиями, а они пусть следят за мячом. Эмилия Рахимова, Рамазан Мусин специально для Горы новостей.